Пара ударных Ми-24 ракетами класса «Воздух-поверхность» срывают планы условного неприятеля на стремительный прорыв. Вертолеты снова и снова заходят для атаки на вражеские позиции и утюжат их, не давая возможности маневра. Пока противник в буквальном смысле прижат к земле каруселью авиационной, на передовой начинает кружиться карусель артиллерийская. Дивизионы систем залпового огня «Град» на марше. Несколько раз в час артиллеристы меняют позицию. На развертывание и наведение всего 3 минуты. А далее море огня. И после того, как пеналы пусты, снова на очередной круг арт-карусели. Исправных и легендарных «Катюш» реактивная система «Град» российской военной базы в Таджикистане огненным ковром с правого фланга укладывают выпущенные из пеналов снаряды карандаши и пробивают брешь для контратаки тяжелой бронетехники объединенной группировки. Т-72 вклиниваются, занимают плацдарм, отсекают фланги от центра, дробят линию обороны еще недавно атаковавшего незаконного формирования. А по его стратегическим объектам, складам с боеприпасами, укрепленным узлам связи и командному пункту работает ствольная артиллерия вооруженных сил Республики Таджикистан. Всего в масштабных совместных учениях стран-участниц ОДКБ на полигоне Хартмайдон в предгорьях Памира недалеко от границы с Афганистаном задействовано более 4000 военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 500 единиц техники. По легенде, на один из участков в тыл к противнику из транспортника Ил-76 высаживается подразделение российских ВДВ. Наши десантники оценили небо над Памиром. Очень красиво. Сейчас извините, не обязательно. Какая задача перед подразделением стоит? Занять боевую позицию, отразить атаку. Ну а с земли российских десантников поддерживают коллеги. Штурмовое подразделение вооруженных сил Казахстана с боем прорывается к занятому квадрату на БТРах. Наши подразделения выполняли ряд тактических задач в составе обходящего отряда и тактического воздушного десанта. С задачей наши подразделения справились, я думаю, в полном объеме во взаимодействии с остальными контингентами стран, входящих в ОДКБ. Боевое слаживание подразделения объединенного контингента продолжится до конца недели сразу на нескольких полигонах Таджикистана. За это время военнослужащим 6 стран предстоит обкатать еще несколько боевых сценариев, подготовленных руководством учения. Анатолий Бородкин, Владислав Колупаев, Константин Елымов, телеканал «Звезда», Республика Таджикистан.